Коми продолжается Кубок мира мастеров по лыжным гонкам. Для сборной России он складывается очень удачно. Большинство медалей завоевывают представители именно нашей страны. За ходом соревнований внимательно следит Максим Васильев. Каждый день он будет представлять дневник Кубка мира. И вот его первый обзор. Кубок мира мастеров по лыжным гонкам для Сыктывкара, ну и, пожалуй, для всей Республики Коми, несомненно, главное спортивное событие года. И пусть лидеров текущего мирового рейтинга здесь не увидеть, иностранное представительство все равно получилось очень даже солидным. К нам в гости приехали представители 16 стран, среди которых не только традиционно сильные норвежцы, финны, шведы, но и представители таких экзотических стран, как Испания или Австралия. Честно говоря, назвать этот представительный лыжный фестиваль только лишь ветеранским как-то язык не поворачивается. Бодрые спортивные фигуры на старте, многоязычие дикторов на стадионе, сумасшедшая поддержка трибун. С организаторской точки зрения, как говорится, комар носа не подточит. Даже сдержанные и педантичные австрийцы довольны всем. Well, our impressions are really good. Все было очень прекрасно, все было очень хорошо. В аэропорту все сработали очень быстро, волонтеры работали хорошо, и здесь мы тоже устроились. Перфект и Мунифик об организации Кубка иностранцы говорят только в превосходных тонах. Впрочем, представители сборной России из других регионов удивлены не меньше. Москвичу Хафизу Аляутдинову 61, но его бодрости духа позавидуют, наверное, даже молодые гонщики. На Кубке мира он впервые, но соперничать с иностранцами уже приходилось. У меня основная задача победить самого себя, потому что в первый раз, первая трасса, в смысле вот с трассой не знаком. Ну, в любом случае, не терять оптимизма и пробежать достойно вот этого мероприятия. Эпитет «достойно» применим абсолютно ко всем мелочам. У нас даже врачи скорой дежурят в лыжных ботинках. Где-то там есть и лыжи, как говорится, а вдруг? Задача поставлена экстренно реагировать на любые, так скажем, травмы и нештатные ситуации, которые могут произойти во время проведения соревнований. Между тучами и снегом гордо реет квадрокоптер. Этот перефраз бессмертного произведения классика как никогда точно отражает всю щепетильность организаторов. Для зрителей предусмотрены и зона отдыха, и сувенирная ярмарка. Впрочем, это все после. Болеют наши, как на Олимпиаде. Любопытно, что на трибунах шумят не только они. Геральд Шлегель, болельщик из Германии, но болеет не только за своих. В России у него тоже очень много друзей. В России ему очень нравится. Он уже 7-й раз приезжает в Россию. В Сыктывкаре 2-й раз. Ему очень все нравится, и он себя очень чувствует свободно. Каждое появление спортсменов на стадионе болельщики встречали овацией. Женщины свои гонки проводили позже мужчин, но без аплодисментов их не оставили. Елена Васенина, например, привезла своим соперницам больше 2 минут. Трасса подготовлена хорошо, супер. У нас снега в Московской области мало, поэтому на фоне здесь вообще шикарно. Вот. Но погода тяжелая, так как мы сейчас тренируемся, у нас там равнина в основном, а здесь у нас подъемы трассы, можно сказать, такого мирового уровня. Поэтому было сложновато, физически. Таким был первый день Международного Кубка мира мастеров по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Оставайтесь с нами. Следите за развитием событий в наших специальных дневниках. Максим Васильев, Олег Юшков, телеканал Юрган, стадион имени Раисы Сметаниной, Сыктывкар.